Хайырлы иртә, хөрмәтле ата-әсәләр. Доброе утро, уважаемые наши родители первокурсников. Мы рады приветствовать вас в онлайн-формате в таком, да. К сожалению, мы проводим собрание в связи с пандемией в таком блоке. И первым я хочу попросить нашего оператора включить приветствие нашего уважаемого ректора Салавата Талгатовича Сагитова с обращением к вам, к родителям наших первокурсников, колледжа и высшего образования. Добрый день, дорогие родители наших первокурсников. Увы, но второй год подряд наши встречи с родителями проходят в онлайн-режиме, проходят дистанционно. Раньше, до пандемии, до ковида мы встречались очно, мы отвечали на все ваши вопросы. Но, несмотря на удаленный формат нашего общения, я уверен, что и сегодня вы найдете все ответы на интересующие вас вопросы. И сегодня наши специалисты помогут вам немножко рассказать о жизни в университете, об учебе в университете, о наших общежитиях и, в принципе, о том, чем мы занимаемся, особенно в эту, непростую, так скажем, эпоху. На самом деле наш университет, Башкирский государственный педагогический университет, можно сказать, переживает подъем в последние годы. Мы в этом году вошли в первую категорию педвузов России, их всего 33, и в первой категории 5 таких университетов, среди которых оказались и мы. Это неспроста, потому что наши учебные достижения, достижения, спортивно-культурная жизнь для студентов, она находилась и находится всегда на высшем уровне. Только в этом году мы вложили в инфраструктуру университета более 200 миллионов рублей. Это новые лаборатории, это новые аудитории, это обновленная наша база. Все это позволит не только учиться в удобных, комфортных условиях, но учиться с новым уже оборудованием, с современным оборудованием, которое позволит нашим студентам стать настоящими специалистами, как в педагогическом направлении, которых у нас большинство, так и по всем другим направлениям, которые также присутствуют в нашем вузе. В наших планах улучшение материально-технического оснащения наших общежитий до конца года, до конца 2021 года мы отремонтируем первое общежитие. На следующий год у нас намечено еще 2, поэтому мы на месте не стоим, мы движемся вперед. И я уверен, что и ваши ребята, наши студенты, ваши дети, они оценивают по достоинству тот вклад профессорско-преподавательского корпуса нашего университета и других коллег в процессе нашего обучения. Я желаю всем вам в первую очередь здоровья, желаю соблюдать те нормы, которые предписывает нам антиковидный режим. Надо заметить, что практически 90% профессорско-преподавательского корпуса нашего университета прошли вакцинацию. Слава богу, потихонечку идет на спад количество заболевших как среди студентов, так и среди преподавателей. И очень хочется надеяться, что благодаря нашей совместной работе или совместной борьбе, которая в первую очередь выражается в соблюдении дистанции, в мытье рук и во всем остальном, мы в ближайшем времени уже полностью сможем перейти на очный режим обучения. Конечно, хорошо, что есть дистанционный режим, это позволяет нам не останавливать процесс обучения, но как бы то ни было, мы прекрасно понимаем, что очный режим, обычный режим ничего не заменит. Я еще раз благодарю вас за такое отношение к нашему университету, к своим детишкам, настоящее отношение, за то, что вы интересуетесь постоянно, задаете и нам вопросы. И, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить прекрасную половину нашего родительского корпуса с наступающим Днем Матери. Мама – это самый главный человек в жизни. Мама – это явление, которое трудно описать одними словами. Вся та любовь, которую вы передаете, которую вы несете в течение своей жизни, она, конечно же, находит отражение в судьбе каждого человека. И спасибо вам за то, что вы воспитали таких хороших ребят. Еще раз вас всех с Днем Матери и желаю хорошего общения. Рахмет. Спасибо, Салават Талгатович. Мы продолжим наше родительское собрание. Буду модерировать его я, проректор по учебно-воспитательной работе Шейхметов Венер Абдульманович. Проговаривая, приносим сразу свои извинения за временные неудобства. У нас во многих корпусах идут ремонтные работы. Особенно объемные работы ведутся в корпусе номер 1, где обучается художественно-графический факультет. Это первый корпус.
Также большие ремонтные работы проходят в Институте исторического и правового образования. Это наш 4-й корпус, что новый, что старый. Поэтому пока вот они временно располагаются в гостях, скажем так, у факультета башкирской филологии, исторический факультет. Также идут ремонтные работы в общежитии номер 1, где должны были проживать у нас студенты Института педагогики, где они компактно всегда проживали, размещались, жили дружной семьей, но в этом году их приютили мы в общежитии номер 4. Также идут ремонтные работы в общежитии номер 2, где проживают у нас студенты художественно-графического факультета, также проживают студенты колледжа нашего, да, наши младшие друзья, так скажем, те, которые далее придут к нам в университет на высшее образование. И вот, обращая внимание на последний абзац, на последнее выступление Салавата Талгатовича, посвященное ко Дню Матери, мы тоже, вот все присутствующие в очном формате собрания, поздравляем вас и хотим предложить вашему вниманию трогательный ролик о наших любимых мамах. Ваша еда всегда самая вкусная. Без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете, а мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне, даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете, но или очень стараетесь понять. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первые. Но только не в том, что для всех важно. Вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом, но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете взамен. Ну, если только самую малость. Продолжаем наше собрание. Да, к нам все больше и больше присоединяется наших уважаемых родителей.
Также, уважаемые родители, мы можем попросить вас, если есть вопросы, писать все это в чате. На те вопросы, которые родители уже прислали, ну, когда мы их собирали в Google форме, мы тоже в конце собрания ответим. На многие вопросы вы найдете ответ по ходу выступления наших спикеров, да, скажем так. Что вот касается учебной деятельности, я сейчас хочу передать слово Амине Раисовне, директору учебно-методического департамента. Она расскажет, чем ваши дети занимаются вот именно в учебное время, что касается образовательной деятельности. Как раз вот те вопросы, как можно проследить, где можно проследить, как мы можем подключиться к тому или иному формату. Вы спрашивали все эти вопросы. Сейчас она осветит слово вам, Амина Раисовна. Здравствуйте, уважаемые родители и студенты. Покажу и расскажу вопросы, связанные с учебной деятельностью. Значит, презентация. Наш учебный процесс основывается на нормативно-правовых актах и законах. В первую очередь, это Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, порядок организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, по программам среднепрофессионального образования и по федеральным государственным образовательным стандартам среднепрофессионального образования и высшего образования, в которых указывается срок обучения, общая трудоемкость, освоение программы, формируемые компетенции и требования к реализации программы. В общую трудоемкость освоения программы у нас включена контактная работа, это лекции, практические, семинарские занятия, лабораторные работы, практики, учебные или же производственные, и контроль. Контроль у нас бывает трех видов. Текущий, который проходит в течение семестра, промежуточный, который студенты сдают во время экзамены и зачеты, и итоговый на выходе, когда студенты сдают итоговую государственную аттестацию. И также включена самостоятельная работа студента, которая составляет не менее 50% времени, отведенного на освоение образовательной программы. На странице bspu.ru можно увидеть в разделе «Сведения образовательной организации», вот выделено красным цветом, основные разделы, которые связаны с деятельностью университета. С учебной деятельностью у нас связаны два главных раздела. Это документы, образование и вот образовательный стандарт, в которых вы можете ознакомиться с государственными стандартами по СПО и ПВО. В разделе «Документы» представлены такие документы, как устав университета, свидетельство об аккредитации, лицензировании и самые основные локальные нормативные акты университета. От родителей поступило несколько вопросов, которые связаны как раз-таки с локальными актами. И первый вопрос был вопрос о переводе на бюджетную форму обучения. Значит, вот как раз-таки в разделе «Документах» можно будет более подробно ознакомиться с этими положениями. Вкратце могу сказать, что перевод на бюджетную форму обучения осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест, на условиях конкурсного отбора и по истечении окончания очередного семестра. Право на переход с платного обучения на бесплатное обучение имеет лицо, обучающееся в университете, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и при наличии одного из следующих условий. Это сдача промежуточной аттестации за 2 семестра на «отлично» и «хорошо». Если относятся к категории таким граждан, как дети-сироты, граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, инвалиды или женщина, родившего ребенка в период обучения. Это больше заочную форму обучения. Да, для заочного, да. Утрата обучающегося в период обучения одного или обоих родителей или единственного родителя. Все заявления поступают от студентов с подтверждающими документами, и они принимаются в основном до 10 сентября и до 20 января текущего учебного года. Эти сроки определены тем, что у нас заканчивается как раз промежуточная аттестация, и мы ждем заявлений от студентов. Заявления студенты могут подавать или в деканат, директорат, или в колледж, или же на официальную почту университета. И затем эти заявления рассматриваются. Также поступал вопрос о возможности студенческого обмена с другими вузами. В нашем университете предусмотрена эта академическая мобильность по образовательным программам. В ней могут участвовать студенты невыпускных курсов, начиная со 2-го курса бакалавриата или же 1-го курса магистратуры. Более подробная информация об этом размещена на странице Управления международных связей.
И также такой основной вопрос поступал, какие льготы существуют для платных студентов при потере кормильца. На основании правил оказания платных образовательных услуг, которые вы также можете найти в разделе «Документы», при потере обоих родителей или единственного родителя в период обучения обучающийся может быть освобожден от оплаты за обучение. В следующем разделе «Образование» можно найти информацию по образовательным программам высшего образования и среднепрофессиональное образование. То есть эту страничку как раз-таки можно прокручивать таблицу вниз, и вы можете найти образовательную программу, на которой обучается ваш студент, и найти информацию. Это и учебный план, в котором рассказывается, что должен будет изучить студент, и календарные графики учебного процесса. Вот календарно-учебный график учебного процесса на этот учебный год. Здесь вы можете увидеть период теоретического обучения, который пустые белые ячейки, сроки промежуточной аттестации для каждого курса и для каждого направления обучения, период каникул буковками К отмечено, период учебных и производственных практик. Значит, задавались вопросы, где они могут проходить учебные и производственные практики. Оно определяется программами этих практик и соответствующими приказами. Значит, скоро как раз-таки предстоит сдача экзаменов и зачетов. В основном она заканчивается до 10 января. То есть вся сессия у нас, в принципе, до новогодних праздников завершается. И перед началом, естественно, сессии первокурсникам будут розданы зачетные книжки. Вот. Предстоит сдача промежуточной аттестации для первого курса, планируем в очном формате, для студентов колледжа и заочников в дистанционном формате. Также через вкладку БСПУ для студента или через сайт asubspu.ru родитель может найти и посмотреть в электронную образовательную среду университета. Вы здесь видите вкладки «Оценки», «Расписание», «Планы», также личный кабинет студента. Через личный кабинет студента студент попадает как раз-таки в электронную информационную среду, на которой у нас проходило обучение в дистанционном формате. Здесь студенты выкладывают свои задания, которые преподаватель проверяет. В отличие от других зумов, этого делать в зуме нельзя, потому что именно здесь проверяется и отслеживается проведение занятий. Во вкладке «Оценки» родители могут, выбрав факультет, определенную группу, выбрав ведомости, посмотреть как раз-таки, есть ли задолженность у студента или нет. Тут здесь вы видите, есть 1 балл, то получается студент или пропускал, или не выполнил задание. У него уже низкий рейтинг. У других студентов уже рейтинг повыше, то есть они как раз-таки сдавали задания и получили свои баллы. Здесь вы можете посмотреть успеваемость вашего ребенка только по номеру зачетной книжки. Мы принципиально фамилии не указываем, в целях сохранения персональных данных. По номерам только зачетных книжек вашего ребенка вы можете проследить успеваемость. Вкратце остановлюсь про бально-рейтинговую систему, потому что у нас студенты накапливают свои баллы в течение текущего контроля. То есть вот вы видите, здесь баллы выставлены уже студентам. Они накопили свои определенные баллы. Для экзаменов у нас потом на промежуточный аттестат остается 50% максимум. И для зачетов до 30% суммарно эти баллы складываются. И в итоге на экзамене у него выходит оценка от 3 до 5. То есть по 5-бальной шкале от 3 до 5. Или же по 100-бальной, где идут баллы до 100 баллов, может набрать студент. Успеваемость студентов вы можете узнавать у кураторов групп, или же в деканатах, или же в колледже. То есть в колледже это заведующих отделений, а в высшем образовании это для первокурсников предусмотрены кураторы, или же в директоратах своего университета. Также через вкладку «Факультеты» вы можете перейти на страничку определенного факультета института, где можете увидеть уже информацию, кто является деканом, директором, сотрудники, новости факультета. Также вы можете проследить по вкладке «Расписание» текущее расписание своего ребенка. То есть для этого вы тоже выбираете группу, в которой он обучается, и это расписание выходит. Нужно будет прокрутить до определенной даты вниз и посмотрите, есть ли занятия в этот день у студента или нет. С этого учебного года у нас
расписание составляется с помощью программы авторасписания. Первый семестр у нас был такой переходный период. Мы обучались тоже сами и составлялось расписание на каждый месяц. Планируем на второй семестр расписание составлять уже полностью на весь учебный семестр, чтобы студенты знали заранее, когда у них какие дисциплины. Но тоже возможны изменения в расписании в связи с командировками преподавателей или по их болезни. То есть это тоже все регулируется и сразу будет актуально выкладываться на страничку. Расписание студентов колледжа можно посмотреть на их страничке и в разделе «Расписание занятий». Также могу сказать, что по всем возникающим вопросам по учебной деятельности, по программам СПО можно задавать, вот вы видите телефоны и на почту колледжа. По программам высшего образования можно обращаться в деканаты, институты деканата и на почту писать учебно-методического департамента. Ну и представлена официальная почта БГПУ, в которой вы тоже можете задавать свои вопросы или отправлять заявления. Спасибо. Спасибо, Амина Раисовна. Да, действительно, уважаемые родители, вроде бы вы только-только выбирали вуз, да, только-только ждали приказа о зачислении, и уже увидев приказ о зачислении, влились в нашу большую акмулинскую семью. И для нас тоже немаловажно успех и проблемы ваших детей. Да. Нам тоже будет очень приятно, когда ваши дети чем лучше сдадут первую сессию и для вас, и для нас. Для этого мы с вами собираемся, общаемся, проговариваем, где вы можете также помочь вашему ребенку, проследив, анализировав его тот или иной прогул. Все задания размещаются действительно на этой платформе LMS. Вопросы звучали тоже, почему не Zoom, почему не другая платформа, потому что на других платформах мы просто не сможем проследить, было ли занятие проведено преподавателями, их тоже у нас немало, вы знаете. Посещал ли эту платформу ваш ребенок, нам тоже нужно проследить. Если вы понимаем прекрасно, что идет очень большой объем, очень большая нагрузка на сайт, на площадку, поэтому у нас сейчас и заочники все идут на сессии, поэтому просим подключаться к платформе, к занятиям чуть раньше. И расписание было составлено таким образом, чтобы многоразового входа не было только в 8 часов. У кого-то занятия начинаются в 8 часов с первой пары, у кого-то со второй пары начинаются, у кого-то с третьей пары. Это именно для того, чтобы разгрузить нашу платформу. Поэтому сессии уже не за горами. Первые контрольные точки вашими детьми, нашими студентами должны были быть тоже пройдены. Поэтому просим мы здесь и ППС, и вас в этом деле быть внимательнее. Теперь, переходя ко второму блоку вопросов, чем ваши дети занимались и занимаются, и будут заниматься, когда вернутся с дистанта. Это вторая половина дня, внеучебная деятельность. Также она у нас очень многообразная, расширена. Об этом расскажет Михаил Алексеевич Пурунов, директор воспитательного департамента и молодежной политики. Слово вам, Михаил Алексеевич. Спасибо. Спасибо, Венера Абдульманович. Переходим дальше, продолжаем работать. Добрый день, уважаемые родители. Рады видеть вас, хоть и в таком дистанционном формате, но, наверное, есть какие-то преимущества. Мы с вами вспоминаем, как встречались в актовом зале, в концертном, который, к сожалению, не всех вмещал, поскольку желающих было очень много. Надеемся, что сегодня это количество участвующих вырастет. Прошло всего лишь 3 месяца, кажется, небольшой срок после того, как ваши детки поступили и начали учиться. Но, наверное, за это время можно уже подвести какие-то итоги, проанализировать эти 3 месяца, задать себе вопросы, посмотреть на своих детишек, то есть какие изменения у них произошли, нравится им, не нравится. То есть и после окончания первой сессии уже можно будет делать выводы, насколько правильным был ваш выбор. Презентацию, пожалуйста. Сегодняшняя тема моего сообщения, выступления касается внеучебной деятельности, как сказал Венера Абдульманович. И я хочу сразу отметить, что за последние годы вопросы воспитания очень часто и очень серьезно обсуждаются на всех уровнях, на государственном уровне. Вы, наверное, уважаемые родители, знаете, что в закон об образовании внесли дополнения, связанные с воспитанием. И воспитание сейчас стоит на том же одинаковом уровне и
с учебной деятельностью. Поэтому мы и ректорат, и руководство университета, и ректор уделяют особое внимание этому направлению. Ну, во-первых, структура воспитательной работы. Хочу сразу сказать, что в воспитании, в внеучебной деятельности, в воспитательной деятельности участвует не только департамент. Вот на данной схеме вы видите, что кардинальное стратегическое направление задает наш руководитель Салат Талгач Сагитов, и под руководством Венера Абдульмановича вот реализуется вся воспитательная работа, внеучебная деятельность. Мы не говорим о том, что только мы этим занимаемся. Большое внимание и оказывают помощь наши коллеги. Вот видите слева, это и учебно-методический департамент Амина Раисовна, которая непосредственно курирует образовательный учебный процесс. Это и управление научной работы, управление информационной политики, которые не оказываются в стороне, управление международных связей, которое занимается студентами из других государств, управление образовательных разработок, это различные проекты и программы, управление рекрутинга и карьерного развития, которое занимается профессиональным становлением наших будущих педагогов и трудоустройством. Я не назвал и другие структуры. Как говорится, театр начинается с гардероба, так и у нас, начиная со входа, с того же службы охраны и заканчивая руководством, все принимают непосредственное участие. Далее мы смотрим на правую сторону. Здесь основной объем воспитательной работы это ведут наши деканаты и институты во главе с директорами и деканами. И непосредственную работу выполняют, конечно, заместители директоров по воспитательной работе. Весь спектр вопросов, все проблемы сосредотачиваются на их уровне, и они решают. Возникающие проблемы, вопросы, организуют мероприятия. Там же мы видим и таких наших сотрудников, как педагоги дополнительного образования. На всех факультетах они у нас есть. Но и здесь то, что самое главное, без кого мы не можем обойтись в этой структуре, это студенческие объединения, творческие коллективы, спортивные секции. Это как раз те наши студенты, ваши дети, которые имеют возможность заниматься и заполнять свое свободное время. Коротко. Поскольку Департамент по воспитательной работе и молодежной политике находится в центре, является координатором, вот здесь представлены 3 отдела. Не совсем много, но посмотрите, сколько направлений работы возлагается на нашу структуру, и мы стараемся все данные направления охватить и вовлечь наших студентов. Здесь отдел воспитания молодежи, то, что касается и профилактики негативных проявлений, организации мероприятий, гражданско-патриотическое воспитание, волонтерское движение, отдел творческого развития корпоративной культуры. Это в основном проведение мероприятий творческого характера, творческие кружки, коллективы. И отдел социальной и психологической поддержки обучающих. Здесь больше внимание уделяется социально-психологической поддержке, организации стипендиального обеспечения, материального обеспечения студентов, о чем подсказывают ваши вопросы. Коллеги, уважаемые родители, мы знаем, что в структуру университета входит наш колледж. Это довольно серьезное и многочисленное наше учебное подразделение. Структура воспитательной работы несколько отличается. Почему? Потому что отдельного департамента или там отдела нет. Все замыкается на заместителя директора по воспитательной работе. Учитывая то, что студентов насчитывается очного отделения только 1500, значит, здесь уже структура представлена, и учитывая тот факт, что это в основном несовершеннолетние студенты, за которыми необходимо соблюдать и законодательство в отношении несовершеннолетних, огромную роль здесь играют кураторы учебных групп и воспитатели общежития. Кроме этого, непосредственное участие принимают и заведующие отделениями, и педагоги дополнительного образования. Как бы то ни было, есть свои особенности, но воспитательная работа в колледже также строится в соответствии с основными направлениями, которые существуют и реализуются в университете.
Далее, мы особую роль и значение придаем студенческому самоуправлению, поскольку наши студенты и первокурсники уже люди взрослые, мы считаем, что студенческое самоуправление – это не только форма организации внеурочной деятельности, но и возможность для самореализации студентов не только в профессиональном становлении, но и в развитии общечеловеческих, общенравственных качеств и общепрофессиональных компетенций. И здесь, на данном слайде, мы хотим сказать, что возможности для самореализации предоставляются в университете самые разнообразные. То есть это и студенческие объединения, которые непосредственно принимают участие в управлении университетом не только по желанию, но и нормативно-правовая база деятельности высших учебных заведений предполагает необходимость и профсоюзной организации первичной, и объединенного совета обучающихся, и студенческие советы общежитий, и факультетов, и институтов, поскольку некоторые важные локальные нормативные акты не могут быть применены и введены в действие без согласования, допустим, с объединенным советом обучающихся. Это предусмотрено законодательством. Ну а справа это те интересы, те направления, которые могут и выбирают наши студенты. Это и различного рода отряды, поисковые, педагогические отряды, и волонтерское движение, и творческие, мастерские объединения, и спорт, и интеллект, и клубы по формированию и охране здоровья, здорового образа жизни, и КВН. То есть разнообразие очень полное. Для чего я это говорю? Дальше, когда мы перейдем к стипендиальному обеспечению, все станет ясно и понятно. Далее вот следуют слайды. Меня коллеги попросили, может быть, немножко затянуто, но тем не менее показать вам, что в нашем университете довольно большое количество творческих коллективов, которые имеют звание, которые являются лауреатами всероссийских международных конкурсов и которые являются гордостью нашего университета, без которых, в общем-то, не обходится, я, наверное, не совру, и правительственные мероприятия, и городские мероприятия, а уж тем более наши университетские мероприятия. Здесь я хочу сказать, что не все студенты имеют возможность, я имею в виду талант, способности вокальные какие-то, данные, хореографические данные, но, возвращаясь к предыдущему слайду, хочу сказать, что интересы и желания студентов могут быть восполнены в других объединениях. Дальше. Салават Талгатович говорил, что спорт и физическая культура у нас на ведущем месте. Действительно, это так. Хотя в настоящее время в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией нет возможности очно заниматься, но тем не менее спортивно-оздоровительную, физкультурно-оздоровительную работу ведет у нас студенческий спортивный клуб «Арслан», который работает с 2013 года, входит в топ-10 российской студенческих спортивных клубов в ассоциации. И в нашем университете есть все возможности для занятия спортом, для проведения различного рода соревнований. Работают спортивные секции, значит, оснащаются спортивные залы, ремонтируются. Есть возможности и в плавательном бассейне, и кадры позволяют. Тем более, что в прошедшем году вся физкультурно-оздоровительная работа была подведена и был образован, переименован факультет физической культуры в Институт физической культуры и здоровья человека. Особо хочу сказать о волонтерском движении. То есть, если оно несколько лет назад, 12-13 год, возникло как одно направление оказания помощи старшему поколению, теперь мы видим, что оно развивается, и на государственном уровне идет поддержка данного движения. Особенно
Особенно вот в прошлом году различные акции были направлены в ходе вот первой, второй волны пандемии, когда общество оказалось несколько не готово к такому положению, и волонтеры республики, в первую очередь наш волонтерский центр, провел большую работу по оказанию помощи и взрослому населению, и пожилым людям, и ветеранам. То есть у наших студентов есть возможность заниматься и этой деятельностью. Более того, вот вся работа и все мероприятия, в которых они участвуют, они имеют волонтерские книжки, и все это собирается, выкладывается в портфолио студентов. И вот теперь переходим к тому вопросу, о котором больше всего вы задаете. Это касается, скажем так, материального обеспечения, стипендиальное обеспечение. Мы видим здесь виды стипендий, которые выплачиваются студентам высшей школы, высшего образования. На первый взгляд это немножко сложновато, но здесь все просто. Схема назначения, алгоритм назначения очень простой. То есть базовая государственная академическая стипендия выплачивается тем студентам, которые завершили сессию без троек, проще говоря, без задолженностей. Своевременно. И своевременно, без задолженности. Да, вот можно, Михаил Васильевич, перебью ненадолго? Да. Как раз были вопросы, повысится ли стипендия, да, которую получают наши дети. Да, вы пока получаете базовую, как зачисленные на бюджетную форму обучения студенты, а уже со второго семестра у тех ребят, кто закончит только на 4, на хорошо, останется такая же, которую вы сейчас получаете. Те, которые закончат на 4 и 5, она повысится на 25%. И те, которые закончат только на отлично, на 50%. То есть повышение будет. И ежегодная инфляция именно по этому виду стипендий, она тоже учтена. И автоматически она выплачивается нашим ребятам. Единственное, что должны вовремя сдать сессию на хорошо и отлично. Если по какой-то уважительной причине ребенок не может сдать сессию своевременно, то пишите заявление, прикладываете нужные документы. Сессия продлевается законным образом до сдачи, до выхода вашего ребенка, не дай бог, с больницы или по какой-либо другой причине. Продолжайте, Алексей. Спасибо, Вениамин Владимирович, вы дополнили, да, действительно. И теперь второй и четвертый пункт касается повышенной государственной академической стипендии и повышенной, государственной социальной стипендии в повышенном размере. Для чего я вот представлял формы участия наших студентов, возможные участия в проведении мероприятий, в кружках и так далее. То есть студентам здесь вот представлена возможность отхода от уравниловки. То есть те ребята, те студенты, которые проявляют активную жизненную позицию, участвуют в общественном движении, участвуют в мероприятиях, в конкурсах, грантах на различном уровне, они собирают свое портфолио и уже по результатам достижений своих имеют возможность претендовать на повышенную академическую стипендию и социальную стипендию в повышенном размере. Но только она назначается уже не автоматически, как Венера Абдулловна сказал, а самими студентами и стипендиальными комиссиями, которые рассматривают. Сначала факультетов, институтов, потом проводятся вузовские стипендиальные комиссии, в итоге появляется в рамках квотирования до 10% для получающих единый приказ по университету. Да. Ну, а что касается стипендий президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, то это, если не предел, то есть стремление и возможность вот проявить себя. Для более старших курсов. Да, для более старших курсов. Что касается государственной социальной стипендии, то порядок ее тоже очень простой. То есть в районном отделении социальной защиты берется соответствующий документ, то есть справка о том, что ваши дети являются получателем социальной выплаты, и вместе с заявлением можно в электронном варианте направлять в университет на нашу почту, адрес, который будет указан немножечко ниже.
Ну, понимая, что в жизни случается всякое, нестандартные ситуации, сложная жизненная ситуация, естественно, есть у университета возможность материальной помощи по личному заявлению обучающихся. Здесь механизм тоже очень простой. Единственное отличие в том, что документы подаются либо в конверте по почте, то есть официально, либо предоставляются лично. Но сейчас такая возможность появилась, поскольку вторые и третьи курсы у нас занимаются очно. Форма заявления, она есть, представлена на сайте, да. И прикладывается по необходимости документ, который подтверждает вот такую сложную ситуацию. Либо потеря родственника, кормильца, либо заболевание какое-то, либо еще какие-то такие документы. Далее наш отдел, кроме такого материального стимулирования, есть еще такое направление работы, как психолого-педагогическое сопровождение. Кратко скажу, вот здесь перечислены и телефоны всех служб, и самый основной – это телефон нашего педагога-психолога Макаровой Светланы Аркадьевны. Здесь и психологическая диагностика, и различные формы консультирования, профилактика. Для чего это нужно? Не секрет, что у студентов, как и у всех людей, возникают какие-то проблемы при общении, при адаптации, при сдаче экзаменов, скажем. Возникают вопросы, которые необходимо решить с помощью взрослого человека, психолога, специалиста. Поэтому вот подобная служба у нас работает. Для вашего сведения скажу, что в сентябре месяце, в начале самого месяца у нас ежегодно традиционно проводится адаптационный лагерь движения, так называемый. И вот в это время мы проводим входное тестирование ребят. По желанию, но тем не менее большинство ребят откликнулись. И здесь мы уже отслеживаем психологическое состояние наших абитуриентов. То есть склонны ли они, скажем, к депрессии, есть ли трудности у них при адаптации, во взаимоотношениях со сверстниками. Все это анализируется и передается заместителям деканов по воспитательной работе. И вместе уже с психологом в случае необходимости отрабатывают с теми ребятами, консультируют, у которых есть проблемы, у которых могут возникнуть проблемы. Поэтому, пожалуйста, если не успели записать, я думаю, что вот эта презентация, Венера Абдульманович... Она у нас на сайте останется, можно будет зайти и в любое удобное время пролистать, посмотреть и обратиться. Вот, уважаемые родители, здесь прошу особо обратить внимание, Светлана Аркадьевна у нас действительно психолог с большим опытом. Если ваш ребенок по какой-то причине сам не может подойти или обратиться к психологу, просьба, вот вас, записав ее номер, дать нам сигнал, что вот нужно поработать, в частности, с вашим ребенком. Все это допустимо. Мы ждем звонки в указанное время с 10 до 20 часов. Запишите номер и ждем ваших обращений. Спасибо. Ну и подходя уже к завершению, это не завершение, вот наши контакты и возможность, и представлено, как мы, в общем-то, строим свою работу по информационному освещению, по взаимодействию. То есть наш департамент, он работает тесно с заместителями директоров, замдеканов по воспитательной работе, а они, в свою очередь, создавая группы института, факультета, колледжа, общаются уже с каждым студентом индивидуально и вместе. А студент, и в том числе, вот здесь можно, конечно, добавить и вас, имеют возможность задавать вопросы, обращаться за решением проблемы в наш департамент. Телефон и электронная почта здесь указаны. Уважаемые родители, вот хотелось бы обратить внимание вот на какую вещь. Без проблем, без пожеланий, без предложений нам не обойтись. Но просто хочу сказать, что основная масса вопросов решается и должна решаться на уровне факультета института.
факультета института, где есть ответственные заместители директоров, то есть не нужно сразу по каждому поводу обращаться либо к ректору, либо проректорам, то есть есть специальная технология разрешения вопросов, поэтому прошу вас обратить на это внимание. Вот что касается основных направлений. Теперь вам, наверное, интересно, а что же все-таки ребята ваши делали за 3 месяца? Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, я уже говорил, это вот ежегодно в этом году был 5-й адаптационный лагерь для студентов первого курса. Может быть, кто-то из вас увидит своих детей. Здесь на этой фотографии улыбающиеся лица, которые в течение 3 дней, начиная с 1 сентября, у них было знакомство с университетом, с факультетами, с теми студенческими и спортивными объединениями, где им предстоит работать, знакомство между собой, поэтому здесь мы видим, что этот лагерь прошел довольно успешно и была проявлена активность вашими детьми. Дальше, следующее большое мероприятие у нас ежегодно проводит фестиваль творчества первокурсников «Студенческая осень». В этом году тоже 215 участников со всех факультетов было, но здесь на фотографии представлен колледж, то здесь они проявили в это время тоже очень большую активность, и вот эта студенческая осень, она как раз повлияла на сплочение ваших коллективов, ваших детей, к общению детей. Ну и еще хочу отметить, в течение 2 месяцев вот впервые в нашем ВУЗе был реализован проект «Речевая безопасность вуза». То есть мы постарались объединить детей, первокурсников на проблемах современной социальной жизни, межкультурного взаимодействия, то есть сблизить и научить ребят, дать им возможность распознавать те возможные опасности, которые существуют вот в ходе не только обучения, но вообще в окружающей жизни. То есть мы постарались их научить отличать плохое от хорошего, возможности для общения, научить разговаривать, то есть и отстаивать свою точку зрения. И вот этот практикоориентированный курс прошли 136 студентов. И в завершание своего выступления я хочу сказать, что воспитательный процесс очень серьезный, очень многогранный. И, конечно, без вашего содействия, без вашего участия нам не обойтись. И если есть родители, которые считают, что студента направили на учебу и дальше об этом забыли, то они глубоко ошибаются. Только вместе мы сможем повлиять на характер нашего будущего выпускника, на его профессиональное становление, на его дальнейшее завершение учебы. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Алексеевич. В принципе, был большой объемный доклад. Да? Если есть вопросы, также пишем в чатик, уважаемые родители. Мы на них ответим. А теперь я хочу предоставить слово Романову Антону Александровичу, заместителю начальника кафедры огневой тактики специальной подготовки, кандидату юридических наук Уфимского юридического института МВД России. Слово вам. Здравствуйте, уважаемые родители. Хотел бы вас поздравить с таким достижением ваших детей в виде поступления в престижное образовательное учреждение Республики Башкортостан. Хотел бы также присоединиться к поздравлению всех матерей, но в то же время, как представитель правоохранительных органов, хотел бы остановиться и на такой менее приятной, но в то же время очень важной и актуальной теме, как угрозы молодежи, которые сегодня существуют, в первую очередь, конечно, в сети интернет, и которые, в частности, также находят проявление и в реальной жизни. Здесь можно вспомнить, что сегодня дети находятся в такой период, когда у них еще продолжаются изменения, гормональные изменения, изменения характера. И в то же время на первом курсе они попадают во внешние изменения, когда изменяется образ жизни. И в этот период они как раз становятся наиболее уязвимыми к различного рода угрозам.
Можно, в частности, вспомнить такие ситуации массовых нападений, убийств в Керчи, Казани, Перми. И вот буквально на днях, 23 ноября, сотрудниками ФСБ был предотвращен очередной теракт, подобный случай. Был задержан 14-летний подросток, который планировал такое же нападение, интересовался, как переделать пневматическое оружие в боевое, и интересовался событиями, уже озвученными, массовых убийств. Конечно, эта проблема, она многоаспектная, она комплексная. И вот в частности Михаил Алексеевич на предыдущем докладе представил такую широкую схему, как организована воспитательная работа в университете. Необходимо отметить, что это высокий уровень обеспечивает университет. Но опять-таки хотелось бы поддержать Михаила Алексеевича, что эта работа университета, она будет еще более эффективна в том случае, если будет находить вашу поддержку родителей, она будет находить продолжение, и родители будут в этом плане сотрудничать, можно так сказать, с университетом в плане воспитательной деятельности и, собственно, воспитательной деятельности в вашей ячейке в семье. И, конечно, будут поддерживать те инициативы, мероприятия воспитательные, спортивные, творческие, которые реализует университет. Ну, вспоминая опять-таки вот эти события в массовых нападений, необходимо отметить, что, к сожалению, эти происшествия, они стали большой неожиданностью для окружения этих людей, которые совершили нападение, и в том числе для самих родителей. Но в то же время отмечается, что эти нападения, они случились не одномоментно, они запланировались задолго, заблаговременно и имели определенные, так сказать, триггеры проявления, по которым можно было бы, в принципе, среагировать, выявить и спрофилактировать данные ситуации, не допустить их. В частности, все нападающие характеризуются такими признаками, как замкнутость, отчужденность. Были определенные, опять-таки, проблемы в семьях, когда, может быть, родители не в достаточной степени уделяли внимание своим детям, интересовались проблемными аспектами, с которыми сталкиваются дети. И все это говорит о том, что для того, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем, родители должны также проявлять определенное внимание к своим детям, интересоваться в первую очередь теми проблемными ситуациями, с которыми они сталкиваются. И опять-таки, повторюсь, взаимодействовать и с психологами, преподавателями вуза, реагировать на те сигналы, может быть, которые поступать будут от образовательной организации, не отмахиваться от них. И здесь, конечно, мы не говорим о том, что необходимо следить за своими детьми. Конечно, они также обладают определенными правами на частную жизнь, но определенный здоровый уровень бдительности, конечно же, необходимо проявлять. Потому что вот эти ситуации с нападениями, они имели как определенные внутренние общие черты, да, которые я уже назвал, так и некоторые внешние проявления, в частности то, что эти люди, они интересовались изготовлением оружия, они интересовались похожими событиями, которые ранее происходили, в частности, вот известное такое понятие есть Колумбайн, да, как изготавливать взрывные устройства, копили деньги на покупку оружия. То есть вот эти все вещи и проявления могли бы быть, в принципе, выявлены, и на них можно было отреагировать. И здесь необходимо сказать, что, с одной стороны, это, казалось бы, единичные проявления, но в то же время мы видим, что эти события, они в молодежной среде, в некоторой части молодежи находят отклик, и появляются так называемые группы сочувствующих. И вот последнее событие, когда задержали уже 14-летнего подростка, да, который интересовался подобными событиями, ярко только это подтверждает. Это, конечно, далеко не единственная угроза, с которой могут столкнуться подростки, молодежь. В частности, в социальных сетях, в интернете мы имеем примеры, когда имели случаи вербовки
в террористические экстремистские организации. Здесь можно опять-таки вспомнить Варвару Караулову. Это не единственный, но только самый известный случай. Здесь же можно вспомнить и вовлечение молодежи в противоправную протестную деятельность, когда фактически их используют вслепую зачастую. И здесь можно назвать и так называемый кибербуллинг, травлю в сети, и групповые склонения к самоубийствам, в том числе групповым самоубийствам, пропаганду наркотиков, алкоголя, других проявлений фактически деградации, мошенничество различного рода, ну и также вовлечение несовершеннолетних. Ну вот первый курс уже многие достигают возраста совершеннолетия как раз-таки, да, молодежи здесь необходимо говорить более шире. Вовлечение молодежи в такой потребительский образ жизни, когда для получения внимания, которого, может быть, опять-таки им не хватает дома, они начинают совершать какие-то глупые поступки, здесь действуя по принципу, чем хуже, тем лучше для них, да, чтобы получать, распространять это все потом в сети интернет, получать лайки так называемые. Конечно, мы должны на все это реагировать, и реагировать должны совместно. И здесь, конечно, психологи еще добавят, но вот от себя хотелось бы отметить, что необходимо создавать возможности для самореализации своих детей, способствовать формированию, прочувствованию цели в жизни. И здесь необходимо подчеркнуть, что это должна быть не ваша цель в отношении своего ребенка, а именно его цель, и цель будет настоящей в том случае, если она носит созидательный характер, приносит пользу ему и приносит пользу обществу. В таком случае при достижении этой цели в рамках достижения этой цели ребенок сможет в полной мере самореализоваться именно в позитивном плане. На этом, наверное, я завершу свой доклад. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием готов ответить. Спасибо, Антон Александрович. Но если вопросы будут, они появятся на сайте, да, вот мы пока их не видим. Ну и следующее наше выступление, да, вот я хочу передать Рафие Фазыловне Буранбаевой, это врач-терапевт наших детей в поликлинике номер 1, куда мы прикрепили всех наших первокурсников, начиная вот с августа, да, мы единственный вуз, который успели пройти углубленный медицинский осмотр наших первокурсников, потому что потом из-за ковидных ситуаций у других вузов это приостановлено. И мы теперь, зная некоторые заболевания, да, по посещению на занятиях физической культуры, все эти вещи отработаны. Но и вот хочется отдельно поблагодарить ее, сказать слова спасибо от имени, наверное, наших всех студентов, так как она к каждому из наших детей относится как к собственному, внимательно знает все их заболевания, лечит, помогает. Поэтому, Рафия Фазыловна, буквально несколько слов. Вот что мы сможем сказать для наших родителей. Если у кого-то есть хронические заболевания, которых мы не увидели, наверное, тоже смогут вам дописать, досказать, да, позвонить, сообщить. Слово вам. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые родители. Да, мы с вашими детьми, я знакома уже как второй день после выхода приказа о зачислении в ВУЗ, и мы начали медосмотр. Единственный ВУЗ, как Венера Абдульминович сказал, мы успели пройти до повышения рисковых ситуаций. Проходили медосмотр. У нас обслуживание проходится в 2 корпусах. Это вот первый, который мы проходили медосмотр, называется профилактическое отделение. Находится на Чернышевского, 125/1. На сайте был адрес и телефоны. А второй, главный корпус, это поликлиника номер 1, где располагается на Тюрипа 4, где проведется прием наш и консультация всех специалистов. Мы прошли медосмотр, знакомы вашими детьми, 100%. В этом году, Венера Абдульминович, наши первокурсники прошли, некоторые донесли потом. Может быть, какие-то первое время было, не все специальности были. Я извиняюсь, в связи с ковидными ситуацией, все врачи были командированы на работу в ковидную бригаду, поэтому
А в последующее время у нас последние 2 недели были стопроцентные, которые медицинские работники должны были специальности, они привлечены. И по ходу, вот сейчас пока работала на 5-м этаже, и которые хотели пройти каких-то специальностей, они проходят. Если есть желающие, которые еще не прошли, что-то хотят по каким-то специальным... По узким уже специальностям, наверное, да, специалистам? Да, узким. Они могут подойти ко мне. Впредь я укажу номер телефона, и как обратиться, чтобы не ждать вот этих центральных телефонов. Они очень сейчас заняты ковидными мероприятиями. 122 и 187-07-03. Они постоянно заняты, и ждать их очень долго. Ну, профилактика, практическое отделение рассказала, что медосмотры, там всех специалистов, прекрасное здание, прекрасные условия. И на 5-м этаже мы находимся в первой поликлинике, там тоже у нас прекрасное отделение студенческого центра. И все специалисты, которые необходимы, они у нас имеются. Мы несколько раз уже говорили, вот даже я прочитала на сайте Васильев Алексей, по-моему, пишет, когда же мы начнем учиться. Когда мы начнем учиться, это зависит от нас самих. Вот сейчас немножко идет спад ковида в связи с таким тяжелым состоянием, эпидемиологическим состоянием, в связи с ковидом. У нас работа врачей очень изменилась. Мы работаем в ковидных бригадах даже до 10 часов вечера, когда мы пропускаем, отпускаем, обслуживаем, консультируем, лечим последнего больного, тогда тоже только уходим. Поэтому до сих пор немножко затруднения были врачами, но они попадали, не могли попасть ко мне, но попадали другим врачам. У нас таких отрицательных насчет попадания врачей на прием нету. И узкие специалисты, при необходимости мы записываем, подходим, снимаем с ковидных бригад, организовываем приемы. И еще хочу сказать, вот когда мы начнем учиться по поводу этого. Я проследила через госуслуги всех студентов первого курса, провела анализ, привиты или не привиты. От когда мы начнем учиться, это зависит от нас. Самое главное, говорим же, заболевание не лечить, а профилактика, предупредить. Поэтому, уважаемые родители, убедительно прошу вас всех, там есть у нас дети, которые не привитые. Может быть, какие-то информации не дошли через госуслуги, они привитые находятся, а у нас считаются как непривитыми. Убедительно прошу, чтобы не было, которые говорят много по массовым средствам массовой информации, 5-й волны, мы должны быть, если даже будет готовы к этой инфекции. Прошу всех, которые не привились, привиться, которые нет возможности в районах прививаться, какие-то затруднения, что-то, какие-то не можете вы выполнить задания, какие-то вопросы по медицинской тактике, насчет лечения ваших детей, или же какие-то профилактические мероприятия не можно сделать, я дам свой телефон, как я говорила, что телефоны у нас заняты по ковидной работе. Очень долго надо ждать. Свой сотовый телефон, если хотите, запишите, пожалуйста, 8 906 102 36 20. На все ваши вопросы отвечу, на все вопросы ваши, какие просьбы удовлетворим и решим все эти проблемы. Благодарю за внимание. С Днем Матери! Днем Матери! Я поздравляю всех матерей, поздравляю с Днем Матери и желаю вам материнского счастья, чтобы дети были наши здоровые, крепкие и никогда не огорчали наши дети нас. С Днем Матери. Там вопрос был, да? Спасибо, Дарья Фефезовна. Был вопрос, могут ли спутником Лайт первичную вакцинацию пройти наши дети? Да, могут пройти, молодежь могут пройти. Сейчас вот мы ждем очередную, вот последние. Очень до сих пор, если пожилой возраст поражал ковид, сейчас вот этот период у нас идет по молодежи бьет. Убедительно прошу, молодежь, наше будущее, мы должны как-то сделать вакцинацию, обязательно. Спутник Лайт вот в последнее время идет у нас, в поликлинике есть, мы прививаем, народу очень много. Если какие-то там затруднения будут, подходите по номеру телефона, находите, где я нахожусь, я поднимусь, подойду, все эти вопросы решим, чтобы наши дети не стояли долго. Пропущу сама. Спутник Лайт в данный момент есть.
Спасибо, Рафи Фазловна. Уважаемые родители, действительно, вот в отличие от других университетов, да, в университете мы организуем пункт вакцинации еженедельно, в зависимости от физического состояния ваших детей. Заместитель декана, кураторов отделения проговаривает, записывает, приглашает их в указанное место, в указанное время провакцинироваться. Просьба вот как бы действительно к этому отнестись повнимательнее. Вот все ваши вопросы, когда наши дети выйдут, когда вот все мы привьемся, когда у нас будет выработан иммунитет, да, то, конечно же, мы выйдем с дистанта. Нам тоже хочется видеть ваших детей живыми в аудиториях, улыбающимися, радостными, а не тех, которых мы еженедельно отправляли, да, вот до дистанта, то одну группу, то другую, то прям вот курсами отправляли на дистант в связи с тем, что появлялись случаи заболевания именно в группе наших детей, наших студентов. Вроде бы как пока все удается, да, но по первокурсникам, уважаемые родители, и по колледжу, наверное, тоже в том же числе, хотели мы проводить зачетно-экзаменационную сессию в присутственном формате. И, скорее всего, вот после окончания учебных недель выйдет отдельный приказ, мы вас обязательно же проинформируем, оповестим, если ситуация в республике будет позволяющая выводить наших детей с дистанта. Поэтому вроде бы как у нас запланированные выступления прошли. Давайте по чату пробежимся, какие еще нами не анализированные вопросы остались. Как? Со скольки лет делают прививки от ковида? Ну, от ковида, вот здесь, наверное, Рафия Фазловна, но также я тоже могу ответить, рекомендуется как бы пока после 18-летия, после совершеннолетия. Поэтому мы и просматриваем вот тот контингент наших студентов, если нет 18, мы как бы к ним и, скажем так, не предлагаем вакцинацию. Уже после 18 лет дети сами вот пока осознанно идут, прямо у нас эти потоки не прекращаются, что нас радует. Мы идем в процентном отношении тоже к другим вузам. После, конечно, школы МВД. У них, по-моему, это было обязательным, так как режим у них присутственный, да, все в одном месте. Да. Тоже с дистанта выходят. Я на этот вопрос ответила. Полистай тогда, Тимур, пожалуйста. На самое начало. На самое начало, может, пойдем, там что-то есть? Помимо приветствий наших, да, помимо... Так, если увидите, тоже проговаривайте, ладно? Пока здесь перекличка у нас идет. Угу. Так. Ну, этот вопрос мы ответили, да, и пока еще остаемся на дистанте после 30 ноября, уважаемые родители. Не могут посещать. Почему? Потому что почему первокурсники не могут посещать университетские кружки? Потому что... Уважаемые родители, пока, да, у нас приостановлена работа кружков, ситуация улучшится, все двери открыты. Мы как раз пока вот шьем и костюмы, и готовимся уже к репетиционным занятиям. Пройдет Дистанционный режим. Ну, опять одно. Ну, коллеги, здесь, да, я тоже уже ответил. В принципе, я новых вопросов пока не вижу. Буду... Так. Куда можно обратиться за информацией по освобождению от платы за обучение в связи с потерей кормильца? Здесь, уважаемые родители, вам нужно будет обратиться, если вы с вуза, то в деканат. Перечень документов, которые вам необходимо будет предоставить да, по нормативке, мы соберем, издадим приказ, и ваш ребенок будет получать уже эту выплату. Носит все заявительный характер. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше как бы и для вас, ну и для нас. Будет ли возврат средств, которые были оплачены за проживание в общежитии, деньги оплачены, а дети не живут в общежитии? Да, на этот вопрос, уважаемые родители, мы сразу же отвечали, что эти денежки пойдут к вам на следующие месяца, поэтому студентам первого курса есть еще возможность пересчитать их и на второй курс обучения. Не переживайте, ваши деньги не пропадут с копейки в копейки, все эти деньги
будут учтены и перераспределены на следующий месяц. Вы пролистали. Пролистали, да, что-то? Да, там выше поднимитесь, там нужен ли график По оплате по какой-то? оплате, да. По положению по оплате написано, что внесение оплаты вносится до 1 сентября за первый семестр и до 1 февраля за второй семестр. Если у вас бывает трудности финансовые с оплатой, затруднения, то по коллеги, да. заявлению можно писать. Пишите на заявление на мое имя, мы это рассматриваем, устанавливаем сроки, когда можно будет оплачивать, да, вот, но по частям даже, по месяцам иногда идем навстречу некоторым родителям, но понимаю, мы же тоже в этом же мире живем, да, понимаю, пандемия, у кого-то сокращение, у кого-то увольнение, то есть все эти вещи лично, индивидуально, по заявлению. Можно ли писать заявление о переводе на бюджет до января? Правильно. К сожалению, пока нет. Ваши дети в первом курсе не могут переводиться на бюджет. По положению идет после 2 семестров, то есть после первого курса. Мы ждем ваше заявление до 10 сентября, получается. До 10 сентября. В этом семестре вы писать еще, к сожалению, не можете. Положение федеральное, не придумано нами. То есть ребенок должен 2 семестра отучиться и закончить на оценке хорошо и отлично. Здравствуйте, когда можно написать заявление, чтобы перейти на другой факультет? Но здесь тоже носит заявительный характер, в связи с чем, если это персонально нужно смотреть, напишите заявление, и я их увижу уже в понедельник с утра на своем... Выплачивает ли стипендиальщик на коммерческой основе, если он воспитывается? Да, этот вопрос я видел еще по Google форме. К сожалению, таких выплат у нас нет. Коммерсанты стипендии, к сожалению, не получают. Поэтому ребенку нужно учиться, постараться учиться на хорошо и отлично, чтобы рейтинг был высокий. И дай бог, на втором курсе мы его переведем на бюджетную форму обучения, и он будет получать уже положенную ему стипендию. Перевестись на заочную. В принципе, здесь тоже ограничений нет по переводу на заочку. Если у ребенка имеются уважительные причины, в связи с чем, да, то мы этот вариант тоже рассматриваем. Очень быстро идете? Нет, там это не было вопроса. Это было уже, да, все? было. Хорошо. Так, уточните по суммам за обучение. Так, вот здесь давайте мы с мамой этого ребенка, да, либо созвонимся, либо как. По разным укрепленным группам обучения тоже идут разные суммы. Вот мне сейчас, да, не совсем удобно как бы вот вводить вас в заблуждение. Поэтому если это там дизайн, лингвистика, педобразование, суммы разные в зависимости от учебного плана, в зависимости от зачетных единиц, которые изучает ваш ребенок в том или ином семестре. В связи с этим вот нужно прям персонально нам созвониться с вами или написать. Нет, можно приказами о стоимости обучения ознакомиться как раз-таки в разделе «Документы». Там эти приказы висят, сколько стоит обучение по какой образовательной программе. И вот, уважаемые родители, по тем вопросам, которые у нас задавались в Google форме, да, вопросов много было по общежитию, за что, как, почему. Вот я хочу сейчас прокомментировать, если все-таки это актуально, да. Так, вот, оплата за общежитие накапливается с таких позиций, как плата за пользование жилым помещением, коммунальные услуги, в том числе отопление, электроэнергия, газоснабжение, где у нас есть газовые плитки, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. В зависимости от этого всего появляются суммы. В тех общежитиях, где у нас нет частичных условий, да, вот как в 4-м, в 5-м, 6-м, оплату чуть меньше, это первое общежитие, 2-е, 3-е и 7-е, где колледж проживает основное количество. Но и по другим общежитиям у нас такая же ситуация. Далее, вот вы писали про тараканов. Хочу доложить ситуацию, что график обработки ежемесячный, еженедельный существует, особенно мест общего пользования. И по заявкам наших студентов, мы заходим в жилые комнаты.
И вот здесь я хочу как бы проговорить, чтобы вопрос не только задавался в адрес администрации вуза. Попрошу вас задать вопрос вашему ребенку. Давно ли они выносили мусор? Потому что иногда у них неделями лежит вот пакет с мусорами, я сам хожу по комнатам, да. Давно ли мыли полы, скажем так, давно ли вымыта или ежедневно ли моется посуда, потому что вот когда мы их заселяли в жилые комнаты, тараканов не было. Мы готовились к вашему заселению, да, и все эти вещи, обработку мы проводим. Если вот конкретно вопрос был по 5-му общежитию, хочу сказать, что вот только 10 ноября у нас все жилые комнаты и пожарные датчики были обработаны. Такая же ситуация была в общежитии номер 6 11 ноября. И если где-то все-таки они сохранились, наши недруги, скажем, да, давайте мы еще разочек дождемся вашей заявочки, и по этой заявке с понедельника зайдем в те комнаты, в которые необходимо зайти. Мы это сможем сделать. У нас договор заключен с государственной организацией, не с ИП с какой-нибудь, которая вот именно проводит эту обработку в течение всего календарного года. Всего календарного года. Вопросы задавались по ремонту общежития. Я вот в начале своего выступления уже сказал, что 2 у нас общежития на ремонте, закрыты. Поэтому в этом году у нас дети живут чуть, скажем так, потеснее. Они проживали у нас в двухместных комнатах по двое, в 3-местных по трое. Но в этом году, в связи с тем, что вот 2 общежития на ремонте, пришлось подселять нам и 4-го человека. Но это временно, уважаемые родители. С окончанием ремонта мы ваших детей переселим в те родные общежития, уже в отремонтированные, как бы, чтобы было им комфортно жить и проживать. Вопросы задавались про стиральные машины. Вот здесь тоже хочу прокомментировать, уважаемые родители. Стиральные машины, в принципе, да, вот вуз не обязан устанавливать. В тех общежитиях, где у нас предусмотрены прачечные комнаты, они присутствуют. В частности, вот 3-е общежитие, у нас вопрос задается, и не только в вузовском чате, но и в других местах, да. Прачечная снабжена, течет горячая, холодная вода, для сушки белья тоже места подготовлены, поэтому пользуйтесь. А стиральные машины, которые мы приобретали по программе по дополнительной, к сожалению, выходят из строя, потому что наши дети стирают там и кроссовки, и ботинки, не только то, что необходимо. Некоторые даже моют ведрами картофель. Поэтому понятно, что стиральная машина не может выдерживать такой нагрузки, и они, к сожалению, вот, постоянно ломаются. Где можем, ремонтируем, пока вот этой возможности по 3-му общежитию у нас нет. Так, далее вопросы у нас задавались такого характера, да, вот про проживание я сказал, размер стипендий мы проговорили, почему мы не уходим на другую платформу, да, мы тоже проговорили, потому что мы должны убедиться в том, что у меня и преподаватель провел занятие, и студент на этом занятии присутствовал. Здесь я попрошу, если вот очень тяжело как бы подгружаемся, чуть раньше заходить на площадку. Вот не в 8:00, если у вас пара начинается, в 7:40, в 7:45, да, там, чтобы мы смогли вот подгрузиться. Но либо чуть позже, никто вас за это не поругает. Поэтому все мы понимаем, что сайт у нас был разработан на тот формат для работы только с заочной формой обучения. Теперь у нас там находятся все наши студенты, но терабайты мы увеличиваем, новую платформу закуплена, и уже вот с ноября месяца у нас заочная форма обучения переведена на одну платформу, хотя это не очень удобно для наших преподавателей. Мы этот блок как бы вот рассматриваем, но в пользу нашего студента эти вопросы рассматриваем. Так, вот вопрос был по филологическому факультету насчет лекций практических. Я отработал этот вариант, я уж читать не буду, что, конечно, тут чисто техническая ошибка. Компьютер не так раскидал. Сначала поставил практическое занятие вместо лекционного. Далее будем внимательнее обращать как бы к этому вопросу. Так,
Вопросы вы задавали, что будет ли ребенок проживать в той же самой комнате. Да, действительно, мы закрепляем проживание в комнате ребят на весь период обучения, если за ними не наблюдаются правонарушения, если не составляются акты на ваших детей. Хотя вот с некоторыми родителями нам пришлось с некоторых факультетов плотно пообщаться, когда наши дети очень так дружно знакомились с бутылочкой алкоголя, да, в комнате, когда наши коллеги пришли на шум, гам, который уже после 11 часов был. Но пока, тьфу-тьфу, слава богу, все спокойненько. Здесь я тоже прошу вас отрабатывать хотя бы вечерами, на всякий случай созваниваться, чем занимается ваш ребенок. По детям-сиротам я здесь как бы вот комментировать долго не буду. Есть отдельный прям приказ. Если у кого-то какие-то документы, может быть, не донесены, только поэтому нет пока выплаты, там все четко проговорено на еду, на одежду, на приобретение учебной литературы и на поездку в тот или иной конец, да, вот во время каникулярного периода. Все эти вещи под чутким контролем и главного бухгалтера, и вот лично у меня, как бы мы здесь никаких просрочек, никаких нарушений не допускаем. По ремонту общежития планируется для следующего год на ремонт закрывать 5-е общежитие и далее вот так по графику. Пока вот закрыли самые первые, самые древние, скажем, общежития не только по номеру, но и по году строения. Первое общежитие, так как вот уже с момента основания вуза у нас работал. Студентам необходимо давать больше информации по вопросам стипендии. Здесь вот мне бы, конечно, узнать, какой факультет не отработал. В принципе, эта информация и на сайте есть, и мы об этих вещах говорим на Старостата. Попробую, конечно, уточнить, найти факультет, но пока вот по вопросу я здесь не могу увидеть. Дальнейшую учебу мы сказали, материальную помощь мы тоже сказали, носит заявительный характер. По оплате за то, что на дистанте мы проговорили, что ваша сумма перезачитается. Так, вот для студентов очно-заочного отделения стипендии, к сожалению, не предусмотрена законодательством, поэтому мы ее выплачивать не сможем. Она выплачивается только студентам очной формы обучения. Так. Так, почему вообще я про травлю сказал? Не совсем удобен транспорт. Ну вот здесь студенты из ФАКа пишут, что далековато, конечно, да, но, уважаемые коллеги, мы федеральный вуз, но другие учебные корпуса нам поближе, наверное, не дадут. Придется уж потерпеть, но там минут 10-15 ходьбы. Я тоже это же самое расстояние ежедневно прохожу, приходя на работу и уходя с работы. График расписания зимней сессии вы увидите также на сайте. Все ваши дети его сдадут до окончания декабря. Я вот настоятельно прошу, чтобы ваши дети Новый год уже встречали в кругу семьи, вместе с мамами, с папами, с родственниками, да, а не пытались оставаться в общежитии, если нет веской причины. Потому что у нас уже начали поступать заявления по этому поводу. Про обмен мы сказали, что с другими вузами со второго курса мы с расписанием мы ознакомливаемся на сайте. Экзамены, уважаемые родители, мы хотим провести в присутственном формате, так как это удобнее и вашим детям, и нашим преподавателям. Будет так, это все перерасчет. Кому и как выплачивать социальные стипендии? Здесь Михаил Алексеевич четко рассказал, да, что это нужно обратиться в Собес и оттуда со справочкой. Пишите заявление, с момента написания заявления мы вам начинаем выплачивать эту социальную стипендию. Оценки по предметам, где можно узнать на факультетах, я сейчас к этому этапу перейду чуть позже. Некоторые преподаватели очень сильно загружают детей, думаю, что кроме их пары больше пар у ребенка нет.
Ну, уважаемые родители, мы хотим как бы дать качественное образование, чтобы наш выпускник был конкурентоспособен на рынке труда, да, поэтому требования, как бы, они не придуманы мною, но уровень компетенции по баллам как бы оценивает вашего ребенка при трудоустройстве, поэтому, наверное, придется здесь как бы потерпеть. Так, это опять про зимнюю сессию, возобновленную первокурсников. Кто может претендовать на повышенную социальную стипендию? Вот, уважаемые родители, пока первокурсники не могут претендовать на повышенную социальную стипендию, это также законодательством предусмотрено, что после 2 семестров, то есть на 2-м курсе, в 1-м семестре вы уже, если получаете оценки за 2-й семестр 1-го курса хорошо и отлично, получите эту повышенную социальную стипендию. Первокурсник может ли стать членом правкома? Что для этого нужно? Необходимо обратиться к профсоюзному лидеру факультета, написав заявление, оплатив взнос, вступаете, получаете билет профсоюза. Вот этот вопрос, уважаемая мама, вы все-таки давайте после собрания, да, вот я вам сейчас номер телефона свой укажу, вы пишете, что когда будет перевод с заочного на очное, когда зачислит мою дочь на очное. Я заходил в систему деканат по вашей фамилии, с инициалами вашей дочери, я никого не нашел. Боюсь, что вы пока, наверное, не зачислены. Дай бог, я ошибаюсь. Фамилию пока не называю в рамках сохранения персональных данных. Так, уважаемые родители, вот на те вопросы, которые в Google форме были, я постарался ответить. Если не ответил, то пишите на чате. Да, вот в чате еще есть вопросы. За обучение не меняется. К сожалению, вот в связи с дистанционной формой мы оплату поменять не можем, потому что учебный план, он единый, хоть и дистанционно выполняется все то, что предусмотрено учебным планом. Так, если экзамены очно, то общежитие иногородних переночевать пустят. Совершенно верно, мы их на улице не оставляем. На момент сдачи зачетов и экзаменов в очном формате ваших детей будем заселять в те же самые комнаты, которые вы получили в конце августа, в начале сентября, где уже проживали ваши дети сентябрь и октябрь месяц. В эти комнаты сохраняются за вашими детьми, мы никого туда других не подселяем, не переживайте. В общежитии 4 не работает электроплита, невозможно готовить еду. Собираются ли отстранить эту неполадку? Вот это для меня новость, конечно, да, что не работают электроплиты. Хорошо, мы возьмем под контроль. Я попрошу директора студгородка сейчас же подняться и примем меры. Если студент не может платить коммерцию, то его отчисляют из вуза. Да. К сожалению, здесь, да, у нас бесплатного обучения для коммерческих студентов нет. Все ваши зачеты, экзамены, посещение занятий, хоть и в дистанционном формате, должны вноситься с определенной суммы, на которую вы соглашались, подписывая тот или иной договор, поступая на то или иное направление подготовки. На какие льготы можно рассчитывать семья малоимущих? Только на повышенную стипендию. В принципе, да, помощь может носить заявительный характер один раз в семестр, но и повышенная социальная стипендия после предоставления справки, о котором мы уже не раз говорили. Здравствуйте, долго делаются разного рода справки, не можем собрать по этому поводу документы для соцстипендии. Что делать в таком случае? Но эти справки выдаются, уважаемые родители, не нами, поэтому здесь я ничем помочь, к сожалению, не смогу. После получения справки вот я жду от вас заявление, и мы подготовим приказ. Буквально день-два проходит, и по тому моменту, с какой датой вы получите эту стипендию. Что еще? Получили справку собес, отнесли в ВУЗ. Социальный отказ на следующий месяц повторить. Пусть они нам позвонят в департамент. Так, вот здесь давайте вы конкретно позвоните в департамент по воспитательной работе. Нужно вам спросить Ляйсяна Анваровну Мирсаетову, это начальник отдела социально-психологической поддержки. Она быстро внесет ясность и
мы решим ваш вопрос. Когда закончится ремонт на факультете худграф, до конца декабря будет... К сожалению, вот я же об этом сразу проговорил, да, начиная свое выступление, на худграфе мы не смогли их даже вот перекинуть на другой факультет, так как у них очень много натюрмортов, реквизитов, да, то есть там работа такая специфическая. Приносим еще раз свои извинения за то, что вот до окончания декабря вы будете дистанционно. И, скорее всего, только вот этот факультет у нас и сессию будет сдавать дистанционно. Поэтому пока не закончится ремонт. Но строители работают очень активно. К указанному сроку, к концу декабря, мы ремонт планируем закончить. И вас уже в обновленных коридорах, в 18 отремонтированных аудиториях будем ждать в январе, 17 января уже с началом второго семестра. Технопарк планируется запустить, уважаемые родители, к 15 декабря. У нас срок, который мы не можем отодвигать, скажем так. Тоже очень внимательно по этому поводу ведутся работы, разговоры, да. Но ваши дети, судя по всему, туда попадут во втором семестре, так как в первом семестре, где-то как раз вот с 15 чисел у нас зачетная экзаменационная сессия, там пока сдавать зачеты, наверное, незачем будет. Лифт в общежитии у нас никогда работать не будет, уважаемые родители. Если у кого-то из ваших детей трудно вот передвигаться, да, я не знаю, там есть какие-то отклонения, то пусть они обратятся, и мы их переселим этажами пониже. Мы это делаем осознанно, потому что эти лифты не работают у нас уже давно, но обучается у нас молодежь, они еще могут подниматься и спускаться, то есть здесь прошу с понимания также. За информацию спасибо и за то, что вы нас тоже благодарите. Так, первокурсник не может оформить соцстипендию. Давайте вот, может, конечно, может. Любой первокурсник может со своей справочкой. Соцобеса. Ну, тут уже вопрос повторять можно. Да. Нет, это тот же самый вопрос. Так. Может ли ребенок перевестись на второй курс, учился в колледже по этой же специальности или хотя бы поставить автомат? Да, этот вопрос был, я на него... Я могу ответить, да. Если студент учится на заочной форме обучения, то первокурсники после сдачи зимней сессии пишут заявление на перевод на ускоренное обучение. На основании их дипломов СПО переходит вся группа или частично группа переходит на ускоренное обучение. То есть они учатся на первом курсе, но будут обучаться не 4 года и 6 месяцев, а 3 года и 6 месяцев. То есть сокращаем ускоренную программу обучения. Срок обучения сокращается. Для очной формы обучения у нас будет идти полный срок обучения по стандарту. То есть если это бакалавриат 4 года и есть двухпрофильный бакалавриат 5 лет. То есть мы стандарт нарушать не можем. К сожалению, раньше срока мы выдать диплом не имеем права, просто вот по закону. А что-то ускорить, что-то перезасчитать, это да. Да, но заболевший ребенок у нас обращается к терапевту в поликлинику номер 1 на 5-й этаж, да, Рафиф Азмун? Да, если нет температуры. Если есть температура, ребенок болеет, там какие-то вирусные проявления, в таких случаях обращаются со старца на поликлинику номер 1, но только вход отдельный, со старца 116-117 кабинет. А другие заболевания по поводу других вопросов, 5-й этаж, 503 кабинет мой. Если я в других местах, телефон указан. Да, Рафиф Фазлович свой телефон не скрывает, в любое время этот телефон доступен. Уважаемые родители, наверное, будем подытоживать, да, и вот вы уже здесь тоже благодарите за интересную встречу. Я хочу сказать, что вас еще ждет дальше. На некоторых факультетах уже сегодня пройдут факультетские собрания. В частности, в 12:30 студентов и родителей Института исторического и правового образования ждут по отдельной ссылке в Zoom. По отдельной ссылке в Zoom ждут студентов Института педагогики сегодня в 12 часов. Также студентов колледжа ждут в 11... уже прошло, они, наверное, начали отключаться, да. Колледж у нас мы чуть-чуть затянулись. Колледж сегодня встречается.
И, если не ошибаюсь, встречается сегодня еще также факультет башкирской филологии, который в 12:30. Другие факультеты, оставшиеся факультеты ИФМЦН, художественно-графический, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, естественно-географический факультет, факультет психологии, Институт физической культуры и здоровья человека встречаются с родителями 4 декабря в следующую субботу. Информация, как бы, наверное, услышана, да, и, уважаемые родители, вот, присоединяясь к поздравлениям наших еще раз Салавата Талгатовича и коллег по Дню Матери, завтра у нас на сайте по отдельной ссылке будет концерт, подготовленный номерами ваших детей со студенческой осени, посвященный ко Дню Матери. Прошу также найти время, посмотреть, увидеть, чем они занимались, да, как выступали, как они волнуются. Все эти вещи, как бы, вот, посмотреть уже по отдельной ссылке. Ну, на сегодня я тогда прощаюсь. Всем спасибо. До свидания. Сколько в итоге было у нас этих подключений? Я твой телефон не дал, да? Все, теперь завершил. Тоже